Всем привет! С вами снова Километры путешествий. И сегодня мы летим в Новосибирск. Этот ролик я решила снять для тех, кому, возможно, когда-то придется побывать в клинике академика Мишалкина. Может, какая-то информация будет интересна и полезна. В связи с тем, что наш рейс задержали, нам предложили прохладительные напитки. Все, мы пошли на посадку. И очень-очень много народу. Наверное, полный самолет. Надо, да? У нас ноги не вмещаются. Место в самолете. Нормально. Видишь, там выемка под животик тебе. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Please take a moment to locate the exit nearest. Все, что предлагается к покупке в самолете, обратите, пожалуйста, внимание на цены. С сосисками. Сочный батончик. А я взяла оладушки. Где они, самолеты, только где они? Все думаю о тебе, от посадки до полета, что несут они на хвосте. Эти твои самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесу. Эти твои самолеты. Еле-еле долетели. Без ног, без поп. Устали сидеть в скрюченном состоянии. Сейчас бегом бежим к выходу, так как прилетели аж на 2,5 часа позже из-за задержки. Летели быстрее, чем положено, но задержка была. Так что едем, бежим искать такси. Пельмениссимо. Прикольно. Сидят такие тетушки, лепят пельмени, варят. Бегом бежим, главное, такие сломя голову. Так, тут прохладненько. Ладно, всем привет. Сегодня 2 сентября, вторник. И я нахожусь в Новосибирске. Точнее, в Академгородке. Сейчас я расскажу, зачем я здесь нахожусь. Мы приехали с Антоном в клинику Мишалкина. Послезавтра ему будут делать операцию на сердце. Не планировалось ничего такого снимать, рассказывать, показывать. Но подумала, а почему бы и нет? Может, здесь придется находиться 1 или 2 недели. Пока что неизвестно. Поэтому решила, что нужно поснимать. Прилетели мы сегодня. Было нормально, не холодно, не жарко.
Сейчас я вот время 4 часа вечера, я вышла, пошла в магазин. Нужно купить там гель для душа, еще кое-что. То, что мы ехали без багажа. И, соответственно, мы не брали с собой такие всякие жидкости. Поэтому пошла исследовать район, в котором мне предстоит жить некоторое время. Вот одела даже капюшон, холодно. Прям дубы. Я что-то как-то с собой теплые вещи не взяла, а люди ходят в куртках. Прям в теплых куртках, в осенних. Вот, Антон уже оформился, лег в больницу. Я сняла себе квартиру ровно через дорогу от больницы. Ну вот и как бы так. Буду вещать. Я какой дом нашла? Деревянный, двухэтажный. Похоже, что расселенный, потому что окна выставлены. А рядом вот многоэтажки современные. Да, даже контраст везде. Смотрите, как классно. ЖД вокзал. Никогда не думала, что ЖД вокзалы могут стоять прямо так рядом с жилыми домами. Вот в этом доме я живу. Снимаю квартиру. И вот как я уже говорила, что я даже не посмотрела, на какую сторону у меня выходят окна. Но кажется, на ту, во двор. Такой ЖД вокзал. А как он называется, не написано. Просто вокзал до вокзала. Ну, видимо, Академгородок, скорее всего. А, остановка клиника Мишалкина называется. Музей ЖД техники есть. Остановка Дом быта еще есть. Поезд пассажирский. Электричка, видимо. Сидячие вагоны. И вот сейчас вот по этому переходу я буду переходить вот туда. Там вот в лесу виднеется здание. Там находится как раз клиника Мишалкина, где лежит Антон. Ну вот, 33А героев, каких-то героев, я забыла, улица каких-то героев, потом напомню. Так, интересно, куда электричка идет. Я хочу на электричке прокатиться. 100 лет не ездила на электричках и на поездах. Ту-ту. Поехал. Ой, там какой-то вообще старый поезд стоит. Вообще, надо же, старинный какой. А туда никак не подойти, потому что только через переход надо идти. Поэтому нам в переход. Смотрите, какой кайфовый здесь парк клиники. Вот она сама клиника. Я не знаю, что это за корпус. За ним корпус Антона стоит, да? А здесь такой парк.
Курить запрещено. Сейчас покажу, где курят. Там дым столбом стоит. Это сердечники все курят. И здесь стоит памятник самому основателю этой клиники. Здорово. Красиво так все сделано. Ухожено. Еще храм есть. Или часовня, как это правильно называется. Блондиночка. Какая-то красивая. Ничего у меня с собой нету. Представляешь? Еще одна скачет в траве. Это вообще белесая вся. Надо же. В каждом городе у белок разная расцветка. Здесь совсем светленькие. У нас рыженькие. Зимой серенькие больше. А в каком-то в Благовещенске, по-моему. Благовещенске, да, вообще черные. Народа нет? Поснимаю. В столовку мы туда ходим. Туалет для детей, кстати. Нет, обычный унитаз. Здесь стрелочки. Кому куда. Все указано. Так, мне по синим стрелочкам обратно идти. К главному входу. С Антоном мы заходили в другой вход. Там, где принимают передачи. Но через тот вход нельзя в столовую пройти. Мне запрещено. Хотя днем разрешали. Вот так вот тут. Получается, сюда. Здесь вот главный вход. А вот там вход в уголочке. Там как раз вот к Антону. А палата у него где-то здесь. Он сказал, что вот второе с краю на 3-м этаже. На 2-м это у них как-то там 0-й этаж считается. Такие сосны огромные. Так, тут что? Я не знаю. Парковка от транспорта пациентов. То есть тут можно припарковаться. Тут же у них есть пансионат для сопровождающих. Но я не захотела в этом пансионате жить. Сначала у меня была мысля, но потом тут такая закрытая территория, как бы тут даже сходить некуда. Мне проще через дорогу 5 минут перейти, но зато у меня там инфраструктура, так сказать. Парковки. Вот опять прохладно стало. Ветерок такой прохладненький дует. Там что-то строится. Или ремонт идет чего-то. Сейчас. Тут прямо парковка с номерами. Видать, свои машины какие-то ставят. О. Радиологический корпус. Так, ладно. Дождь, что ли, пошел? Гортензии везде. В Новосибирске. Там где-то возле дома у меня. Так вкусно пахнут они. Отделение переливания крови. Интересно, так главное написано: осторожно, клещи. Что здесь не обрабатывают территории? Обычно обрабатывают всегда.
Там, где люди могут находиться постоянно. Тем более тут пациенты гуляют. Я надеюсь, сейчас их уже нету, этих клещей. Так, здесь я уже, по-моему, сегодня выходила с камерой. Все, сейчас я пойду вот туда, на ту сторону. Вот этот мой дом стоит. Но к нему еще нужно дойти. Здесь страшное рыжее существо. Друзья, дальше я вам хочу показать немного шок-контента о квартире, в которой я проживала. Расположение квартиры отличное. Близко вокзал, близко все магазины. Самое главное, близко пешком дойти до клиники Мишалкина. Никуда не нужно ехать. Но когда я въехала в эту квартиру, я была в таком шоке, что я даже не поснимала обстановку там. Я сразу же начала снимать все косяки для хозяйки. И дальше вы все увидите своими глазами. Сразу скажу, что хозяйка эти все косяки исправила, отправив ко мне горничную. Давайте начнем с минусов. Квартира не особо чистая. Паутина, грязь, пыль. Подоконники никто не протирал. Ну, тут типа как будто бы красиво сделали интерьерчик. На фотках вроде как классно, а на самом деле такое себе. Все затертое, занюханное. Угу. Такое все. Уставшее, если честно. И хреново помытое. Лужа, говорит, холодильник якобы. Пол прямо грязный. Я чувствую, что грязный пол. Ну вот что это такое? Я хрен его знает. Кто тут как убирался? Со стола вот тоже не вытирали. Пятна. Стол грязный. Давай микроволновку посмотрим. Тоже грязная. Кто у вас убирается в квартирах, дамы? Грязно. Тут в холодильнике какая-то хрень. Короче. Это что, чистая квартира? Даже раковина не мытая. Когда последний раз здесь убирали? Грязище везде. Ужас просто. Здесь была губка для посуды. Честно, я такого еще вообще нигде не видела. Тут у вас доски стоят, а они все вот в таком состоянии. Ну как вот вообще? Вот это что? Это кто-то мыл? Как показать-то, что она грязная? О. К слову о посуде. Нож я взяла грязный. Угу. А вот это вообще взять в руки невозможно. Он прилипает аж. Просто вот. Аж вот я сейчас не знаю, как показать. Но он прилипает. О. Вот. На кухне. Когда последний раз подоконник вытирали? Тут они, в принципе, не могут не быть, потому что вот я вытащила пакет из ведра. Что тут в этом ведре текло у кого? В общем, далее я пошла в магазин, купила тряпки, перчатки, моющие средства, перемыла все столы, раковину, микроволновку, холодильник, унитаз, ванную, кровать. В общем, все, чем планировала пользоваться. Поотправляла все эти видосы хозяйке. Хозяйка возмутилась, что это вам не евро квартира, а за 2 800 всего лишь.
идите снимайте другую. Но отправила ко мне горничную. Горничная пришла, прибралась и отправила хозяйке вот это видео. Итак, давай начнем с коридора. Это я выкину. Здесь все полностью пыль протерта до самых верхов, до самых вот этих черных штучек. Картины, вот эти поверхности, тоже все помыто. Вон там все по углам отмыто, ковер от грязи я отряхнула. Проходим в туалет, стиралку я тоже полностью помыла. Внутри вот эти вот барабаны. Вот здесь все. Потеки какие были, заново помыла туалет. Все мылось полностью с доместосом. Где она? Вон она. Раковину заново помыла. Ванну тоже заново помыла. Стены все заново протерла. Полы все с доместосом. Кухня. Тоже все верха, вся пыль полностью все снималась, все мылось, все протиралось. Здесь тоже полностью все до низов протерто. Здесь тоже полностью все протерто. Подоконники заново протерла. Стол протерла, чужое не трогала. Здесь протирала. Холодильник помыт полностью, верха помыты полностью на холодильнике. Кастрюлю, как ты просила, проверила. Ножи, как смогла, сделала. Ведро, которое ты просила, поставила. Так, в зал. Тоже полностью все помыто с хлоркой. Гардины и на кухне здесь протерты. Люстры тоже и там, и тут протерты. То же самое, верха и полностью все, что здесь находится, протерто. Заново прошлась по перилам, протерла. Заново прошла по спинке кровати, бокам протерла. Этот отодвигала, полностью мыла, это тоже протерла фигурки. Здесь то же самое, наверху протерла, там протерла. Картины тоже с боков сверху протерла. Телевизор протерт. Здесь то же самое, все убиралось, все мылось, протиралось. То же самое, протиралось. Фужеры и бокалы то же самое. Подоконники протерты. Здесь все протерто. Балкон тоже помыт. Полностью вся паутина, все здесь убрано. До сих пор здесь даже пахнет хлоркой. Здесь все тоже протерто, полы помыты. Все аккуратненько прибрано. Блин, вроде все. Все помыто с хлоркой, даже я до сих пор здесь нахожусь, пахнет свежестью. Я приходила, но грязь так и осталась. Ладно, меня меньше всего волнует эта грязь. Я взяла билет, решила прокатиться на поезде до Новосибирска. Здесь есть пропускники, к которым прикладываешь билет и проходишь. Точно такие же есть, когда выходишь. Билет этот не нужно терять или выбрасывать. Но есть женщины-контролеры, которые могут открыть вам калитку, и вы пройдете. Когда-то было дело в Москве, мы зашли по этим пропускникам. Сколько это лет назад-то много было, больше 10. Ну и, соответственно, билеты выкинули. Кто бы знал, что обратно придется выходить по таким же пропускникам. И все, и не можем выйти. Бегали, пришлось перелазить через турникет. Хорошо, нас никто не оштрафовал. А контролеров там не было, и калитки не было. Полностью автоматическая станция была. Так, вот так вот по отходам. Куда? Сюда. Куда прикладывать-то надо? Ну, так не выйдешь, да? Без билета. Да вон женщина. И? Каким кодом? О, оказывается, вот этим маленьким надо прикладывать. Так. И выходим. Билетик убираем в карман. Там, кстати, оказывается, вот то, что я вчера видела, старые поезда, это музей, по всей видимости, и есть ЖД-транспорта. Какая красота. Так, Новосибирск в ту сторону. А поезд придет оттуда, из Искитима. Вон он едет, подсвистывает.
всеми вместе на посадку. Чумазый такой. Следующая остановка – Нижняя Ельцовка. Осторожно, двери закрываются. Да? Или там тоже полный? Да, там да. Да? Ну ладно, тогда Там еще и музыка. еще хуже, да? Очень много народу было в вагоне. Стояли прямо все. И в основном все вышли на Новосибирск Южный. Вон они все пошли туда наверх. А я еду дальше. Следующая остановка центр. А мне нужно Новосибирск главный. Я до него купила билет. Билет стоит 70 с чем-то рублей. 76, по-моему, что ли. Не помню. Уважаемые пассажиры, на следующей остановке мы позволим присоединиться из первых 9 вагонов. Я в 9-м вагоне еду. Вот все время путешествуем, поезда со стороны рассматриваем. Поэтому решила прокатиться прям. Центр. Следующая остановка – Новосибирск главный. Ну вот, получается, я через одну выхожу. Центр здесь, и я выйду прямо на главном вокзале. И пойду посмотрю, что там есть. Ну, я как бы была уже там не раз. Ну, просто погуляю. В общей сложности где-то получается минут 40 ехать от Академгородка. Все. Я прибыла на Новосибирск главный. Нужно пройти досмотр, оказывается. Девушка в форме транспортная безопасность фотографирует бабушек. Фотосессию им устроила. Решила прокатиться на маршрутке. Стоит проезд 50 рублей. А до этого, говорят, был 70. Цена снизилась аж на 20 рублей. Ну вот, друзья, сегодня наступил день X. Сегодня 4 сентября, и Антона ждет операция. Почти целый день я провела в ожидании, постоянно переписывались, созванивались. Оба волновались очень. Я думаю, никому не нужно рассказывать, что такое ожидание. Примерно где-то в 15:45 Антон позвонил, сказал, что его повезли на операцию. Я скрестила пальцы и начала трястись. Первый час я наворачивала круги по Академгородку, просто ходила молча, смотрела по сторонам, отвлекалась. А потом меня занесло все-таки в музей железнодорожного транспорта. И я решила отвлечься и стала снимать. И как впоследствии оказалось, совершенно не зря, потому что когда Антона выписали, музей был закрыт на выходные. Здесь же прямо через дорогу от Мешалкина находится
Музей железной дороги. Западносибирская железная дорога, выставочный центр железнодорожной техники имени Акулина. Макет пароходного дилижанса Черепановых. Дико извиняюсь за чавканье. От волнения съела целую упаковку каких-то жевательных конфет. Со среды по воскресенье работает с 10 до 19. Понедельник, вторник, выходные. Так, сейчас посмотрим прайс. Входной билет 500 рублей. Обзорная экскурсия 400. Открытие вагонов 300. Решила я посетить музей. Чек мне дали. Пенсионерам скидка по 100 рублей вход, а так 200 рублей. Детям что-то я не увидела. Есть несколько экспонатов, в которые можно заходить. Фотографировать, снимать можно все. Так, ладно, сказали идти направо. Подъем на экспонаты воспрещен. Вот написано. Надо же, такие старенькие. Так, паровоз грузовой. С 53 по 56 годы строились Ворошиловградским паровозостроительным заводом. Подготовлен и передан в музей депо Омск Западносибирской железной дороги в 2001 году. Это, по всей видимости, смазывательные какие-то для масла. Носики такие. Так. Подъемный экспонат воспрещен. Паровоз пассажирский. А, вот тут написано: вход разрешен. Пойдем поднимемся. Посмотрим, что там интересного. Раз вход разрешен. Прям паровозик такой. Ух. Как интересно. А двери-то прям деревом обшиты. Тут выход закрыли из паровоза. Маневровый танк-паровоз. Ничего себе. Какой прям как подводная лодка. Паровоз грузовой. Колеса, конечно. Ого-го. Вход разрешен. Я не буду заходить, там, в принципе, то же самое. Для меня ничего не понятно. В общем, таблички есть, куда можно подниматься, куда нельзя. Паровоз грузовой. В общем, они все тут паровозы собрали, выкрасили их, как смогли. И теперь можно смотреть. Судя по тому, что тут закрыто, автодрезина. Пассажировместимость 24 человека. Рабочая скорость 40 километров. Построена в 1971 году. Великие Луки. Автодрезины предназначаются для служебных поездок, доставки ремонтных бригад к месту работы, а также для пассажирских перевозок на железных дорогах с малыми пассажиропотоками. Работала в Чулымской дистанции. Интересно. Хорошенькая такая коробчонка. Мне вот этот вот понравился. Оттуда с дороги его видно. Дрезина. Применяется для ремонта элементов контактной сети. Построена в 1977 году. Ну, не такая уж и старая, моложе меня.
Передано в музей Барабинской дистанции электроснабжения. В Барабинске мы были. Ой, как интересно. Правда, классно. И там вот на паровозе даже табличка есть. 84-й год. Ворошиловградский. Везде в Ворошиловграде строили паровозы, в основном, по всей видимости. Дрезина. Построена в 70-м году Тихорецким машиностроительным заводом. Работала на участках Западно-Сибирской железной дороги. Применялась для механизированной погрузки и выгрузки. Кран – это такой манипулятор, или как его называют там, погрузчик. Применялась для механизированной погрузки, перевозки и выгрузки элементов верхнего строения пути и других материалов. По всей видимости, рельсы строились. Ух ты! Что за какие-то щипцы? Вот это вот, по-моему, как раз и есть рельсоукладчик какой-то. Ну-ка, сейчас почитаем. Автодрезина. Построена в 83-м году. Работала на участках Западно-Сибирской ЖД. Грузовая автодрезина предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов. Может быть использована для выполнения маневровых работ. Как-то как будто щипцами рельсы зацепили. Транспортер 16-осный для перевозки жидкого чугуна на подшипниках скольжения. Ничего себе. Вот это вот машина, так машина. Интересная какая. Здесь столько много, оказывается. Они все такие разные. Кран на железнодорожном ходу. Грузоподъемность 15 тонн. Обалдеть. Очень интересно. Платформа четырехосная, без бортов. Построена в 44-м году в США. Ну, сразу видно, блин. Она очень сильно отличается от наших. Я еще подумала, думаю, что ли новая какая-то, а оказывается, она просто американская. Хотя она старше всех остальных. Ох ты, это что за снегоуборщик? Какой-то похож на снегоуборщик. О, точно, снегоочистительная машина. Построена в 61 году. Энгельс Строймаш. Для расчистки заносов на станционных путях. Так, это кран. Еще один кран. Осторожно, в зоне поворота стрелы. Вход только с разрешения крановщика. Табличка висит. Так, а здесь интересно, что-то перевозили. Какой-то деревянные такие. А, это тоже снегоуборочная машина Гавриченко. В 48 году построена в городе Энгельс. А, то есть, понятно, по ней ехала, она снег собирала и дальше в вагоны высыпала и вывозила. То есть не просто расчищала, а вывозила. Осторожно, опасная зона. Собственность ДАВС. Так, и что-то, кстати, про рыжие вагоны говорили. Я все внимательно слушала и все прослушала. В какой-то рыжий вагон можно подниматься, а в какой-то нельзя. Сейчас посмотрим, тут должно быть написано. Тут, видимо, красили, приводили в порядок. Красочка свеженькая еще валяется.
Так, снегоуборщик тоже. Интересно. Максимальная скорость 80 километров в час у крана у этого. О, эти вообще старенькие. Если бы он был не желтенький, а голубенький, прям захотелось бы песенку про него спеть. Как он бежит, качается. Снегоочиститель Таран. Построен в 50-м году. Ух ты! Путепрокладочная машина. Год постройки. Год выпуска 91-й. Вообще относительно молодая. 30 лет там, да? С хвостиком. Это что за танки? Тягач. БТС 63-го года. Ух ты. Бульдозер. Вагон. Трактор гусеничный. Все поняла. Это они на платформы поставили машины. Что их можно перевозить. Роторный электроснегоочиститель. Здорово. Это что за красный? Какой-нибудь пожарный, наверное. Вагон-хоппер, дозатор четырехосный для перевозки щебня на подшипниках. Качения. В таких вот кастрюльках щебень возят. Кстати, они сейчас такие ездят. Похожие. Вот опять кран какой-то. Блин, сколько же их много. Вот тоже для перевозки зерна. Вагон. Ага. Для перевозки минеральных удобрений. Надо же. Еще и для каждого вида груза какие-то отдельные. Кран укладочный. То есть, как, казалось бы, там, да, зерно или там удобрения, если они по весу примерно одинаковые, почему бы и не в одинаковых вагонах возить, просто разного цвета. Но нет. Разные вагоны. Абсолютно, даже по конфигурации. Моторная платформа для перевозки пакетов, звеньев, рельса, шпальные решетки. Вот так вот. Короче говоря, вот эти вот куски рельсов со шпалами собирают и готовые везут на этой решетке. Для сыпучих грузов Думпкар. Чехословакия, кстати. Подъемный экспонат воспрещен. Это что? Выправочно-подбивочная отделочная машина. Вот так вот. Бункерный полувагон четырехосный для перевозки нефти битума. Ух, ГДР. Ага. Так что раньше вагоны, все эти паровозы закупали в других странах, не только у нас. Строили. Цистерна двухосная для перевозки и хранения воды. Одесса. Тут обязательно надо было написать Миша, Гоша, Даша и т.д. Волгоград, Караганда. Якутска нету нигде. Бишкек, Настя, Омск, Костя. Цистерны такие. Ага. Для нефтепродуктов. Жданов. Жданов это, по-моему, сейчас Мариуполь, если я не ошибаюсь, нет? Почему-то, мне кажется, Жданов это Мариуполь. Да, Азовское море же, насколько я помню.
Тогда Украина, да? Рельсоочистительная машина. Рельсы чистит. От рельсовых, от грязи, короче говоря. Цистерна для бензина. Такая достаточно большушенькая. Сколько там? 140 кубов. 48 тонн вес. И грузоподъемность 120 тонн. Мариупольским заводом построена. Интересно. Мариуполь, Жданов. По-моему, это одно и то же. Тут красоту наводят. Котлованокопатель. Даже такое, да? Для рытья котлованов в нескальных грунтах. Угу. А это что за Почта России? Топливо тепловоз. Тепловоз грузовой, двухсекционный. В 1971 году Ворошиловград. Работал в локомотивных депо Кемеровской и Западно-Сибирской железных дорог. Москва, пассажирская, Курская. Может, когда-нибудь этот тепловоз меня вез с Курского вокзала. Все расписали. А чем писали-то, интересно? Пальцем, что ли? Какие же они все старенькие. О, Шкода. Чехословакия. Электровоз пассажирский. ЧС-4. Концерн Шкода. Надо же. Даже такое бывает, да? Я думала, только машины. А они вон их. Тоже Шкода. Старюсенькие такие. Тепловоз магистральный грузовой. Электровоз пассажирский. Так, а какой год-то где написано? В 1961 году построен. Интересно, их сцепили, главное. Чтоб никто не укатил. Чита, Красноярск. Электровоз пассажирский. Тоже Шкода. Так. Это все наши ворошиловградские. А это там вагоны стоят. Тут тепловозы всякие, паровозы. А там на других путях стоят вагоны пассажирские. Я прямо сейчас туда зайду, если туда можно заходить. Да. Раньше, помню, вот такими вот дверями мне голову прижало, когда мне было 8 лет. Ой. Прям так интересно прикоснуться, как говорится, к этой всей старине. Идем дальше. Каких только нет. Желтые, зеленые, голубые, синие, коричневые, розовые. Вагон грузовой. Грузовой. А это тепловоз пассажирский, розовенький. Такой Барби. Нам как-то больше привычнее зеленые и голубые почему-то, да? Насколько я помню. Электровоз грузовой, магистральный. Тепловоз пассажирский. Ух ты. Очень много. Сколько же их тут штук надо почитать. А еще помню, вот так вот
Под ними чик-чик-чик пролазили. Пролазили. О, дефектоскоп написано. Это прям пассажирский, прям старый-старый. РЖД. Магнитный вагон-дефектоскоп. Вагон построен в 1955 году Гомельским вагоноремонтным заводом имени Калинина. Переоборудован в вагон-дефектоскоп в 1987 году. Предназначен для выявления во время движения дефектов в головках, рельсах, уложенных в путь с регистрацией на бумажную ленту. Представляете? Оказывается, целая, так сказать, лаборатория железнодорожная. Деревянненький. Да, я как-то зашла, получается, в середине и пошла сразу же направо. Потом сюда повернула. Налево я не сходила. Хотя там слева тоже какие-то вагончики стоят. Ладно, но мы сейчас пойдем дальше направо, чтобы пройти по той самой длинной. А там вот уже современная железная дорога. Все, идем дальше. Что тут написано? Сибиряк. Обычно на шторках же всегда было написано направление поезда. Там Москва, Волгоград, там или что-то типа такого. О, вход разрешен. Идем? Идем в этот старенький вагончик. Так, на юбку бы на свою не наступить и не растележиться здесь. Ух ты! Было дело. Ездили в таких вагонах. Сейчас, конечно же, они все совсем другие. О, вот тут вот я никогда не видела. Говорят, до сих пор печками, дровами, углем топят. Вот в такой каюте, или как это, купе начальника караула я ехала. Ого! Это в нем зэков перевозили. Мамочки, как страшно. Оказывается. Ничего себе. Вау. А я что-то даже и не подумала. Ой-ой-ой. Как страшненько. Тут вот на 6 мест не курить написано. Что-то как-то аж жутко стало. Тут вот так вот вообще разложено. Ого. Вот это да. Вот это неожиданно. Туалеты, что их в туалет водили? Как их водили-то? Там он поезд едет по железной дороге. Слушайте, как страшненько, прямо как-то, жутковато. Ну, я люблю такие вещи, всякие заброшки, а тем более, вот он, оказывается, без окон, без дверей, полно горница людей. Я даже и не поняла сразу. А тут с решетками, а там вообще окон нет. Да, вот обычный пассажирский вагон. Вагон спальный, говорит, на подшипниках качения в 80-м году. Построено. Советские железные дороги использовали эти вагоны для связи между Москвой и европейскими столицами. Каждый вагон имеет 2 комплекта тележек для колеи. Это давало возможность переходить с одной колеи на другую без пересадки пассажиров. Вот так вот. Оказывается, столько тонкостей, так? 4 класс. Сибирская железная дорога. Так, пассажирский 4 класса
Посадочных мест 60. Построен в 1930 году Калининским вагоностроительным заводом. Отопление местное, 2 печи, отапливаемые углем и дровами. В годы Великой Отечественной войны после небольшой реконструкции внутренних помещений вагон использовался в качестве вагона-клуба и санитарного вагона. Подготовлен и передан в музей вагонным депо Барнаул в 2000 году. Идем смотреть. Классную такую лесенку сделали для таких, как я. Ой, на улице как будто бы прохладненько. Ух ты, в таком я тоже ездила. Здорово так. Печечки. Трудовой подвиг женщин-железнодорожниц. Так приятно все это посмотреть. Машинист паровоза. Первая в СССР женщина-машинист паровоза. Зинаида Троицкая. Угу. Домбарова. Да, в таком вагоне можно фильмы снимать, между прочим. А почему бы нет? Работа Омской и Томской железной дороги в годы войны. Ладно, я там не буду останавливаться, читать. Хотя, в принципе, по моему билету сказали, я могу до закрытия хоть 100 раз туда-сюда заходить. Ну, время сейчас 5 часов. Я прям... Это что за красота? Еще мухи летают. Тут тоже можно заходить, что ли? Экспонат открывается, экскурсия. Ой, мамочки, как страшно. Это вот тот вот поезд грузовой. Видать, поехал. Тормоза с него снялись, и прямо волной такой грохот. Я думала, как взрыв аж. Так, вагон открывается экскурсией. Ладно. Подъем на экспонат запрещен. Тут прямо какие-то тюли висят. Там даже как будто бы тепло, что аж конденсат по стеклу. Так, вход воспрещен. Вот со шторочками Новосибирск, Иртыш. Иртыш — это в Омске река. Тоже вот этот вот старенький вагончик. Как это называется? Сидячий, да? Так, а тут электропоезд. Первый отечественный скоростной электропоезд, 5 секций. Построен в каком году? В 91-93 Рижским вагоностроительным заводом. Вот так вот. Ой. Каких только у нас тут вагонов и поездов нет. Санкт-Петербург, Москва. Ничего себе. Ой, да. Типа ласточка, короче, что ли, да? Октябрьская железная дорога. А этот электричка. В общем, короче, тут я так поняла, что здесь стоят везде электрички в этом ряду. Стоят. Ой. Тут крошили. Крошили и красили, да? Да, это типа, наверное, ласточки первой.
Ха-ха, круто. 5-секционный, да? Что он сказал? Ну-ка, раз, 2, 3, 4, 5. Да, 5 вагонов. Ну вот это вот точно пожарная цистерна какая-то. Насколько ж она кубов-то? Красненькая. Цистерна пожарная, двухосная для хранения воды. Построена в 1935 году Одесским вагоностроительным заводом. Грузоподъемность 25 тонн. 25 тонн. Да. Ну что я хочу сказать. Если вы будете в Новосибирске, если вы будете в Академгородке, однозначно нужно сюда зайти, посмотреть, потрогать. Это прям вообще. Тепловоз маневренный. У меня просто минуты ожидания тянутся как часы. Я жду, когда закончится операция у моего мужа, и его из реанимации переведут в палату. Вроде бы после операции 2 часа должно пройти. А сколько сама операция должна длиться, я не знаю. Поэтому я вот здесь хожу, возле клиники. Уже 3 часа, 4-й час хожу. Еще начала ходить до того, как его увезли в операционную. Сейчас выйду отсюда и пойду узнавать информацию, потому что все родные тоже сидят на телефонах и ждут, естественно. Дети, невестки, теща, но самое главное, конечно же, мамочка и папочка и сестричка. Ну, друзья, все ждут от меня весточки, что я скажу. Операция прошла хорошо. Антон пришел в себя после наркоза. Состояние удовлетворительное. Ну, они обычно так же говорят. Вот. Поэтому я хожу, чтобы лишний раз не нервничать. Ну, то есть я как бы в любом случае нервничаю. Но я просто сама себя отвлекаю таким образом. Поэтому меня занесло в этот музей. Вагон для перевозки скота. Вот в таких скот перевозили. Такие беленькие я тоже видела. Для перевозки вина. Ух ты! С потолочной системой охлаждения. Так вот, где вино возили. Ой, чё, господи. Вот про него песенка. Голубой вагон бежит, качается. Тут классики кто-то нарисовал. Можно попрыгать. Вагон метро. Ух ты. Построен в 1956 году Мытищинским машиностроительным заводом. Эксплуатировался в Московском и Новосибирском метрополитенах. Как интересненько. Какой вообще прям. Ну вот, я подошла уже
концу. Промышленный электровоз. Весоповерочный. Весоповерочный. Это что им вес поверяли? В 1966 году работал в Новосибирской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций. И опять я вышла к этим машинам ретро. Так, сколько время? Ну ладно, 10 минут у меня еще есть. Я уже не знаю, как себя заставить не идти туда в больницу. Потому что я прямо ГАЗ-24, ГАЗ-21, 22, ГАЗ-72. Газы, одни газы. ЛуАЗ. Видите? Пупсик. Додж. Ничего себе. Додж. ЗИС. Ух ты, какой классненький. Горьковский автозавод. Поэтому его и назвали ГАЗ. Я не знала, что Горьковский. Я, кстати, даже как-то не задумывалась никогда. Ого, какая трактор колесный. Ой, какие трактор гусеничный. Какие смешные. Но тут уже большие, огромные тракторы. Краново-бурильная машина. Молодцы вообще взять вот на территории, собрать столько старых машин, еще и ухаживать за этим всем. Вообще, конечно, автобусик. У нас такой голубой был газик. КАВС. Это КАВС, да? А на нем ГАЗ написано. Кто такой? УАЗ. Ух ты, а это что за микроавтобус? Автомобиль малотоннажный ЕРАЗ. Ничего себе. 71-79 год. Ереванский автомобильный завод. Точно он похож. Это какой-то Рафик, по-моему, его называли. Рафик. Микроавтобус, скорая помощь. Вон там пассажирский проехал. Поездочек. Так, легковой автомобиль РАФ. Рижский автобусный завод. 76-го года, точно. Раньше же такие прямо рафики были. Я даже помню хорошо, что их много было у нас в городе. Вот прям красненькие с белой полосочкой. Легковой автомобиль ВАЗ 2110. 95-2009 год, Тольятти. Москвич. Точно, 21406. Какие классные. АЗЛК 2140. Даже вот на таком точно катались когда-то. Зелененький еще был. ИЖ 2125. Москвич 412. 408 москвич. О, это что, вообще классный какой. Пухлик. Москвич 411. 407. Ой, этот тоже холешенький такой. 403. Тоже 403. Вроде бы казалось бы, да? Ну-ка, это 62-65 год. И тот 62-65. И вроде бы
все одинаковое, как будто бы, а они разные. И 402. О, какой смешнуля. Таврия. Помню, тоже Таврия была когда-то где-то. Ну, эти красавчики-то вообще жопорожицы интересные. Ну и все. Место для курения. Кафе, туалет. Тракторишка маленький. Ой, китайский, что ли? Точно Джанчжунский тракторный завод. Обалдеть. 92-й год. Год выпуска. До сих пор выпускается. По настоящее время написано. А это что за вагончик? Дрезина тоже. Для перевозки к месту работ путевых бригад. И все. Увидела, это вот тот, который снегоуборщик, у него вот такие штуки, который загребает, да, роторный электроснегоочиститель. А, это у него ротор такой, ясно. Да, ну здорово прям. Прям я реально отвлеклась маленечко. Чуть-чуточку отвлеклась. И это хорошо. Видите, как отличается? Это наша, а это америкаша. Причем, блин, я говорю, она годами намного старее, чем наши. Мне нужно вернуться, подняться на этот пешеходный переход и перейти на ту сторону дороги. А у меня ножки уже устали. Надо было мне с собой тапки взять и в тапках ходить. Сколько я сегодня намотала километров-то, пока ждала. Красиво тут, так уютно. Деревья везде вековые. В общем, друзья, пришла я в клинику, там есть внутренний телефон. Несколько раз я звонила по нему, чтобы узнать информацию. Не брали трубку, потом взяли, ответили, сказали, что еще не привезли с операции. Какое-то время я ходила там по двору, и наконец-то раздался заветный звонок с телефона Антона. Вялым голосом он мне сказал, что все в порядке, он в палате. Я, естественно, тут же начала обзванивать, описывать всех родственников, друзей, знакомых, кто ждал информацию. И еще какое-то время сидела под окнами палаты. Еще хочу вам показать столовую в клинике Мишалкина. Отличная, очень вкусная еда. Недорогие цены, есть кафетерий, в котором шикарный кофе, пироженки, это вообще бомба. Ну, ешь и толстей. Я даже дома ничего не готовила, мы всегда что-то покупали. Вот котлету рыбную, пюре, салат, булочку и морс. 500 рублей заплатила всего лишь. Вкусно очень. Всякие вкусняшки, их так много. Худеем. Кофеек. Так вот я лежал головой туда. Это, видимо, рентген, который просвечивает. Он туда-сюда двигался. Меня подгоняли под нее кровать, рентген. Здесь мониторы вот так вот большие, которые не смотрели. Здесь хирург стоял. Это я не знаю, что. Бензином заправляют, видимо. Вот где было, вот телевизор. Ну там фигню показывают. Мне интересно было. А вот это вот я
слегка туда же повернутый был. И пытался запомнить, как этот аппарат называется, чтобы потом прочитать, нифига не запомнил. Потому что резкость, когда на колоре, блин, сводить, было прикольно. Башка кружится, он бегает по гравитационной, этот аппарат был. Так вот они чинили. Надо было тебя попросить, Он, что ли? смотри, у них Да. пульт от тебя. Сотик. Чтобы жена должна позвонить. Звонок не пропустить. Тут онлайн-консультация. Здесь нет традиционных многочасовых операций и распахнутой грудной клетки, но ежедневных профессиональных вызовов и адреналина не меньше. На принятие сложных решений и выполнение манипуляций не часы, а минуты. Решил поснимать, пока все на ужине. Вот коридор, оттуда мы пришли. Здесь вот палата на 2 номера. Там на 2 человека. Здесь отдельная душевая кабина. Своя. И здесь на 3 человека. Здесь человек выписался. Здесь я тусуюсь. И вот окошечки. Фоменко спрашивает, как ты себя чувствуешь? Охуенно, вон дали пальчиковые батарейки заряжать. Сейчас мотор хорошо работает. Сюда поставили батарейки, я их заряжаю. Ну вот вы своими глазами увидели, как человек на второй день после операции бодр и весел. Будет еще одна серия, в которой я покажу немного Новосибирска.